уважаемые эксперты! Меня зовут Прокопьева Югулана. Я ученица 11 класса Хаинской средней общеобразовательной школы имени Георгия Николаевича Киреева. Тема моего доклада – как заинтересовать учащихся читать на примере сопоставления двух книг. Цель – пробудить интерес к чтению через обращение к книге, которая рассказывает о твоем крае. Актуальность. Школьники мало читают книги, плохо знают историю своего родного региона. Поэтому необходимо мотивировать их к чтению, исследованию истории. Объект. Повесть Бара и Бара Августины Лопуновой и повесть «Прощание с матерой» Валентина Распутина. Гипотеза. Если школьники узнают о книге Августины Лопуновой, они обратятся к книге Валентина Распутина. Знакомство с историей родного края через художественную литературу будет способствовать поднятию интереса к чтению. Чтение именно этих книг окажет благотворное воздействие на сопереживание, поможет школьникам обрести чувство гордости за свой край, воспитает чувство патриотизма. Задача – прочитать повести, привлечь внимание школьников к чтению книг о родном крае, собрать материал по данной теме и распространить эти знания среди школьников. Методы. Изучение соответствующей литературы. Теоретический. Анализ литературных источников по вопросам, связанным с исследуемой темой. Второе. Аналитический. Выявление связей. Новизна. Открытие и анализ малоизвестного произведения «Повесть Бара и Бара» Августины Лопуновой. Практическая значимость состоит в том, что собранный материал открывает широкие возможности для пробуждения интереса к чтению через знакомство с книгой о родном крае. Школьники могут заняться исследованием истории, обратятся к книгам. Выводы. Вопрос интерес к художественной литературе по мере знакомства с данными книгами. Проводя анализ нашей работы, мы отметили самые важные моменты для школьников. Выпускники, выбравшие направление цивилизации, трагедии или спасения в итоговом сочинении, обратились к книгам Августины Лопуновой и Валентина Распутина. Ребята из других классов заинтересовались книгами в связи с трагедией реки Блюй 2018 года. Выпускники, выбравшие на ЕГЭ литературу, взяли у нас материалы сопоставления двух книг для подготовки к экзамену. Два года назад в связи с трагедией реки Блюй в 2018 году была загрязнена химическими отходами Алроса. Мы обратились к истории нашей реки, узнали о трагедии села Дорохая Ленинского района. Такая же трагедия описывалась во всемирно известной книге Валентина Распутина «Прощание с матерой». Потом узнали, что существует книга о трагедии Дорохая, повесть Бара и Бара ленинской писательницы Августины Лопуновой. И решили сравнить описание трагедии затопления деревень, связать трагедии простых людей из двух книг. Произведение 70-х породило повесть 2000-х годов. Тогда мы исследовали историю затопления деревни Дорохая, историю строения Вилюйской ГЭС. В книгах провели аналитические работы по содержанию, идее, герою. В прошлом году обратились к литературным особенностям книг, в частности, к книге Августины Лопуновой, так как ее книга еще не рассмотрена с художественной точки зрения. Сопоставив произведения, пришли к выводу, что одинаковые идеи этих произведений. Это трагедия человека, коренного жителя, из которой вырастает проблема забвения, непонимания истории нашей страны, что было, что есть и к чему это приведет. И еще одна проблема – это разрыв с природой. Произведения насыщены нравственными и философскими вопросами, которые определяют художественную целостность творчества писателя. Писатели поставили в своих произведениях одну из наиболее важных и животрепещущих проблем, приковывая к ним внимание людей. В этом году обратились к учащимся с нашими открытиями.
дали прочитать наши материалы, такие как таблицы сопоставлений, приложения с докладами. Особенно понравился ребятам образ старика Мхатты. Образ своего героя Ломкунова представляет на природно-философском фоне. Махатта – старик-охотник, оленевод, один из последних покинувших Той-Хаян, встречается с нами несколько раз в повести. В первый раз он идет в кочевье. 3 стада оленей паслись под зорким присмотром Махатты и его сына. Там, на кочевье, старику снится сон про чудовище, вынувшее из реки, и что он упал в эту реку. Потом автор показывает, как он приезжает в поселок. После удачной охоты заходит к своему соседу Николаю, к оленеводу. Встречается с полуслепой матерью Николая Марьей, которая поведала ему о затоплении. Старик молча уходит из дома. В 3-й раз мы о нем слышим послесловие из уст молодого поколения Той-Хаян, приехавших на затопленную деревню, поднявшихся на гору ученых, чтобы поставить памятник погибшей деревни. Там женщины говорят о том, что старик Махатту, оставшегося последним в своем доме, перед самым затоплением насильно понесли в вертолет. Он жил некоторое время у сестры в Вавилах и вскоре умер. Нет, нельзя закрыть дитя ребенка. Нет, нельзя закрыть дитя природы в клетку, решает женщина. Так старик олицетворяет саму мать природу, которую надо беречь. Также далее из повести Распутина символ коренной России. В этом ключе соотнесенность личности с внешним миром, человеческим и природным, является основополагающей идеей испытания духовной состоятельности отдельной личности. Сопоставление этих произведений позволяет читателю самому делать важные наблюдения и выводы, помогающие самостоятельно прочитать распутинские и ломкуновские страницы у других писателей Виктора Астафьева, Эдуарда Соколова, Леонида Попова и Чингиза Ахматова. Повестью пробуждает самосознание людей, живущих не только в бассейне реки Вилюй. Действительно, мы помогли нашим одноклассникам в выборе произведений для написания итогового сочинения. Надеемся, что и другие ребята подтянутся к чтению. Спасибо за внимание.